Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет об эпидобстановке в регионе на 12 часов дня 11 июня. Айсан Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация у нас остается достаточно стабильной последние дни. Всего у нас случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с ее начала в Якутии 2822 случая. За последние сутки 69 новых случаев. Из них по городу Якутску 57 случаев. И у нас есть 6 случаев по Мирнинскому району. Хочу также сказать, что у нас за последние несколько дней количество выздоровевших стабильно превышает количество новых заболевших. Так, за последние сутки выписано после полного выздоровления 78 человек из больниц республики. Вообще, в целом, если говорить о коэффициенте распространения инфекции, то он у нас составляет последние дни в районе 0,9, на сегодняшний день 0,89 по республике. В целом, процент распространения инфекции, увеличение количества заболевших, он сократился за последние недели до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам говорить о том, что с 15 числа ряд ограничений будет снят. Но при этом говорить о полном снятии ограничений, о кардинальном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. В мой адрес главный санитарный врач республики свои предложения внес. И сегодня до конца дня соответствующее решение на основе его представления я, как глава республики, в обязательном порядке приму. И соответствующий указ о дальнейших мерах по выходу из карантина, он у нас будет подписан. Хочу еще раз предупредить, что ситуация у нас далека от успокоения. Так мы видим вспышки вот и по ряду районов, в том числе вот по Мирнинскому району. У нас еще напряженная ситуация по городу Якутску. Вот хотя есть значительное сокращение до 57, но хочу напомнить, что вот до начала вспышки болезни, которая у нас резко пошла 20 мая, у нас заболеваемость по Якутску была в районе 30-40 человек в день. Вот, соответственно, мы еще не вернулись даже еще к показателям вот 20-х чисел мая. Поэтому здесь надо понимать, что в любом случае ограничительные меры будут оставаться некоторый период. Вместе с тем, еще раз говорю, радует то, что позитивная динамика, она у нас по республике в целом наблюдается практически по всем направлениям. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке в регионе на 12 часов дня 11 июня. Распространение новой коронавирусной инфекции в стране постепенно замедляется, заявил Михаил Мишустин во время совещания Координационного совета по противодействию пандемии. Мишустин заявил, что для обеспечения средствами индивидуальной защиты всех тех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом, из резервного фонда выделено более миллиарда рублей. Важно, чтобы работа по обеспечению средствами защиты была продолжена во всех регионах страны. И к ней подключались не только государственные, но и общественные организации, а также бизнес. У нас есть хорошие примеры такой координации. Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в рамках программы помощи регионам налажены поставки средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения. Финансирование программы осуществляется за счет внебюджетных средств компаний, ведущих деятельность на Дальнем Востоке. Прошу глав субъектов Российской Федерации уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке. Между тем, в стране продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса. О том, как отбирают испытуемых, Юрий Осипов. Две группы добровольцев, военнослужащих и гражданских, помещены на 14-дневную изоляцию перед началом испытаний вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Я сам являюсь начальником группы психологической работы нашей бригады, поэтому я решил своим примером подчеркнуть, что необходимо помочь нашей стране данным мероприятием, поучаствовать в этом эксперименте. Двухнедельная изоляция проводится для исключения возможности заражения добровольцев и медиков перед началом вакцинации. На протяжении 14 дней состояние здоровья участников эксперимента будет ежедневно контролироваться. Им будут измерять артериальное давление, пульс, температуру, а также фиксировать ряд других специальных показателей. С сегодняшнего дня
группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клиническом исследовании, также размещается в главном клиническом госпитале имени Бурденко. Отмечу, что отбор наших военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществляется исключительно на добровольной основе. Все участники, офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Министерства обороны России. По сообщению Минобороны, клинические испытания вакцины против COVID-19, совместно разрабатываемые при участии специалистов 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава страны, планируется завершить до конца июля этого года. Юрий Осипов, Сергей Дьяконов. Теперь узнаем об эпидобстановке в Алданском районе Якутии. Я передаю слово Руслану Павлову. В Алданском районе ситуация по ковид стабильная. Оперативную обстановку нам доложит главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, вот грядут опять 3 выходных. Как мы будем режим самоизоляции соблюдать? Надеюсь, будем соблюдать его в должном объеме. Имеется возможность снятия ряда ограничений при отсутствии массовой заболеваемости на территории Алданского района. На сегодняшний день индикативные показатели выше единицы мы не превышаем, у нас 0,8. И при должном уровне соблюдения самоизоляции и необходимых ограничительных мер мы имеем полную возможность снять ряд ограничений. Ситуация в промышленных предприятиях стабилизировалась? В части промышленных предприятий работа организована на должном уровне. Есть, правда, те организации, где требуется наше непосредственное участие, что и будет сделано. Ну, это отдаленные участки. Да. Ну, такая у нас оперативная обстановка на сегодня. Мы следим за ее развитием. Прокуратура города Якутска провела проверку по факту массового заболевания студентов СВФУ коронавирусной инфекцией. На момент проверки было зарегистрировано 82 положительных результата на COVID-19. Из них 79 в стенах общежития. Установлено, что условием заболевания явились в том числе факты ненадлежащего соблюдения режима самоизоляции, непринятия мер по ежедневной термометрии, заселения в данное общежитие в период напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки. Прокуратура города внесла в адрес ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова представление, а также возбудила в отношении юридического лица административное дело по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающий ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей. Представление прокурора находится на рассмотрении и контроле. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Кроме того, правоохранительными органами по факту массового заражения студентов проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рынок Сайсары в Якутске работает в штатном режиме. По информации регионального Минсельхоза, торговые ряды с продуктами питания возобновили деятельность после двухдневной проверки и полной санитарной обработки помещений. Ранее у одного из продавцов рынка был диагностирован COVID-19. Руководство узнало о диагнозе арендатора 8 июня, после чего рынок приостановил свою деятельность. Все арендаторы и подрядчики в количестве 137 человек сдали анализы. Результаты теста получены у 92, анализы не подтвердили коронавирус. Чтобы не допустить простоя, на сегодня создан резерв подменных продавцов в торговых рядах. Те арендаторы, которые имеют справку об отсутствии коронавируса, приступили к работе. К другим темам. Площадь лесных пожаров увеличилась почти на 170 гектаров в Якутии. За сутки удалось потушить одно возгорание. Таковы данные Главного управления МЧС по региону. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 3 природных пожара на общей площади, пройденной огнем, свыше 25,5 тысяч гектаров. При этом площадь активного горения составляет менее 45 гектаров. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
В Якутске прошла встреча руководителей фракций политических партий Государственного собрания «Илтумен». В ходе нее участники мероприятия подписали соглашение о координации действий и организации совместной деятельности по информированию населения в избирательных округах о поправках к Конституции России. Напомним, голосование пройдет 1 июля. Как показали результаты недавнего опроса в ЦИОМ, более 60% россиян готовы поддержать изменения. Тем не менее, как сообщают руководители фракций, их главная задача на сегодня – провести слаженную и результативную работу по информированию своего электората о важности принятия поправок. Не во всех избирательных округах, допустим, одномандатных округах, есть представители, депутаты от нашей партии. Поэтому то, что вот мы заключили договора с представителями других партий, говорит о том, что у нас идет большая поддержка вот среди депутатского корпуса. Эти поправки в Конституции страны для нас, законодателей, очень важны. Это основной закон страны, который имеет высшую юридическую силу. Сегодня состоялось одно из редчайших и уникальных событий, когда различные политические партии смогли сесть за один стол, согласовать. И несмотря на те разные позиции, которые у нас существуют на экономику, на социально-экономическое развитие, на политическую ситуацию в нашей стране, в нашей жизни, мы смогли сесть сегодня и подписать соглашение, по итогам которого мы договорились сегодня о том, что мы будем сотрудничать и совместно работать. Что касается основных поправок, самое главное, это, конечно, социалка. Это что касается моих родителей, касается моих детей, касается меня лично, как предпринимателя, как человека, касается моих родственников. И, естественно, касается, самое главное, я так думаю, что все-таки это пенсионеры и молодежь. Это очень важно. Конечно же, есть вещи, которые действительно назревали, и они объединяют нас. Это государствообразующий язык, государствообразующий народ. Все мы в многонациональной стране живем, в многонациональной республике, но нас объединяет одно – язык и понимание вообще смысла жизни на нашей большой необъятной стране, на нашей небольшой необъятной республике. В свою очередь, КПРФ открывает голосование граждан России по 15 важнейшим поправкам к Конституции, предложенным коммунистами в ходе обсуждения конституционной реформы. По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, это голосование способно положить начало глубокому пересмотру основного закона. Также Афонин отметил, голосование за поправки КПРФ – первый шаг к конституционной реформе в интересах народа. К слову, поправки, предложенные Компартией, закрепляют важные социальные гарантии. Также они направлены на развитие в стране реальной демократии и многое другое. Афонин призвал голосовать за 15 предложенных поправок на официальном сайте КПРФ. Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию. В течение июня президент проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться изменения и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом сообщили «Ведомости». До голосования остается менее 3 недель. И наши корреспонденты продолжают опрашивать жителей Якутии об их отношении к поправкам. О том, какие из предложенных пунктов импонируют больше всего, нам рассказали линчане. Конституция Российской Федерации уже давно требовала поправок и коснется даже самой важной части, я думаю, здравоохранения. Потому что сейчас в наше время на фоне эпидемии это очень важно. Конституция Российской Федерации предоставляет каждому жителю нашей страны не просто предоставление услуг, а оказание медицинской помощи. Мне, как молодому представителю нашей страны, важно это. И я призываю всех прийти на голосование. Национальный парк Стерх создадут в Якутии. Тем самым появится заповедник для защиты популяции редких видов птиц и животных в рамках нацпроекта «Экология», предложенного президентом Владимиром Путиным. Национальный парк будет расположен в Алайховском районе на тундровых участках Яно-Индигирской низменности. Это основные места гнездования стерха. Численность популяции птицы за последнее время значительно возросла, достигнув около 4–4,5 тысяч особей. Более 99% мировой популяции белых журавлей летом гнездится на территории Якутии. Стерх занесен в Красную книгу России, нашего региона и Международную Красную книгу. Помимо стерха в парке будут обитать разные виды млекопитающих и другие редкие виды птиц. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.